Детки! Подарки! Смотри, что вам тут смотри! Это кто? Это динозавр. А это у тебя что? Пупси, вы довольны? Молодцы. Ну бегите скорее, скорее, надо раскрывать. Бегом, 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 бегом. Раскрывать? Да, конечно, открывать. Тебе помочь? Тиля любит тебя. А на день рождения что тебе Тиля подарила, помнишь? Это бутылочка. Ух ты! Такой огромный. А кто это? Кто это? Кто это, мама? Кто это? Надо посмотреть. Тиля всегда тебе дарит игрушки, о которых ты мечтаешь, да? Какую игрушки она тебе дарила, ты помнишь? Ну, домик. Домик. Это одежда. Одежда? Да, смотри. Конечно, открывай. Незадолго до моего рождения мама и папа гостили у тети в Турции. Я много раз останавливалась в этом прекрасном доме и знаю, что ночью шум протекающей рядом реки становится слышнее. Тогда папа и признался маме: больше всего на свете я люблю 3 вещи: голос женщины, шум реки и шелест купюр. И мама тут же решила: пусть родится девочка. Я чувствую, он будет счастлив. Так и случилось. Родилась я. Имя мне выбрали родные отца. Назвали меня Иляйда. Маме имя понравилось. И я, конечно, тоже. Мама рассказывала, что я рано начала говорить. Само собой, я заговорила на абхазском. Папа ловил каждое сказанное мною слово и тут же учил турецкому, считая, что язык страны, в которой он вырос и которая позволила ему сохранить сущность абхаза, не будет лишним для дочери репатрианта. Как любит вспоминать мама, я быстро схватывала новые слова и звуки, и когда мы бывали втроем, я говорила с мамой по-абхазски и тут же, повернувшись к папе, отвечала ему по-турецки, к величайшему его удовольствию. Мне кажется, я помню это. А может быть, во мне оживают мамины рассказы, наполненные любовью и светом. И хотя мне не было 3 лет, когда папа не стало, его любовь, его крепкие теплые руки, тепло его глаз так и живут со мной, согревая, как свет августовских звезд. Я люблю наблюдать, когда они падают над нашим морем, и можно загадывать желания одно за другим. Прошло несколько лет непростой жизни без папы, прежде чем мы с мамой снова смогли приехать в Турцию и обнять родных. Я помню каждое мгновение тех встреч. Все мы плакали. Все хотели взглянуть на меня, увидеть, какой я стала, и все отмечали, что я похожа на отца. Я сразу ощутила искренность и тепло, будто бы снова обнимала папу. Он наверняка незримо присутствовал при этом и улыбался. Из Лондона, чтобы познакомиться со мной, приехал двоюродный брат Серджан, сын дяди Кинана, с супругой Элиф и моими маленькими племянниками. Вечерами, особенно когда мы останавливались в доме тети в городе Адапазары, я просила маму снова и снова рассказывать мне про тот вечер перед моим рождением. Лицо мамы розовело. Она словно возвращалась на годы назад и вспоминала первый свой разговор с папой, когда, ужасно смущаясь, вдруг поняла, что этот солидный мужчина, проживший несколько жизней до встречи с ней, совсем не чужой и не слишком, как она поначалу считала, взрослый, а очень интересный, глубокий и мудрый. Я и сегодня скучаю по папе, и каждый раз встречая людей, которые знали его, открываю новые его черты, узнаю новые подробности его жизни. Мы часто говорили о папе с дедушкой. Дедушка — отец моей мамы, Аркадий Мушба. Старшие, уже, к сожалению, покидающие нас поколение, хорошо знали его. Мама, конечно, о нем расскажет лучше. Для меня же дедушка Аркадий, бабушка Этери, дядя Вадик с тетей Осидой, мамины сестры Нази и Тома — все они вместе — главный корень нашей семьи.
Именно здесь, в селе Абгарху Гудаутского района, в доме моих предков по материнской линии, я впервые почувствовала, что у меня за спиной не просто крылья одной птицы, а мощь целой стаи. У каждого из нас есть место на земле, где ты находишь источник силы. Для меня это дедушкин дом, участок, уходящий все выше и выше, и могучие деревья, способные защитить от дождя и ветра. А с высокого холма, с которого в детстве я мечтала разбежаться и лететь белой птицей над морем, и начался мой самый главный старт в жизни. Я знаю, что и папа мой чувствовал то же самое, любуясь с этих предгорий родной земли, той самой, на которую дерзнул вернуться одним из первых, и ни на мгновение об этом не пожалел. Когда папы не стало, дедушка, вопреки правилам, не раздумывая, принял непростое для себя решение – похоронить папу, зятя, представителя другой семьи, уважаемого рода Куджба, на своей земле, на высоком зеленом холме. Он всегда подчеркивал, что главным правилом для абхаза является здравый смысл и любовь к ближнему. С такой мамой, как у меня, я могла поступить в школу в Москве, в Стамбуле, да где угодно. Но когда у нас в Сухуми, буквально в 10 минутах ходьбы от нашего дома, открылась частная школа «Альфа», я тут же стала ее ученицей. Это было прекрасное время. Наша любимая директор Фатима Даутия, все мои педагоги и одноклассники, все, кто был рядом в самые счастливые годы, и сегодня остаются моими друзьями. Когда пришла пора определиться с профессией и начались конкурсные экзамены, Иляйда оказалась в числе 3 абитуриентов, отличные знания которых отметил в интервью журналистам премьер-министр Леонид Лакербайя. Так я стала студенткой Университета нефти и газа имени Губкина в Москве и очень благодарна судьбе за выбор такого важного направления, в том числе и для нашей Абхазии. Эмоции неописуемые. Во-первых, это очень важно для нашей молодежи. Это большая честь, что мы можем представлять наших предков. Очень важно, очень сложно. Это большая ответственность, потому что достойно с таким уважением это сделать. И мне кажется, что нам надо сохранить эти традиции, передавать это из поколения в поколение. И знаете, я горжусь тем, что я являюсь абхазкой и могу представлять сегодня свою республику, свою родину, свою национальность. Поначалу я очень скучала по дому. Все торопило время. Скорее бы стали студентами мои братья и сестры Мужба – Батал, Сария и Адица. Сегодня школьникам остается только Демейка, да и он проводит с нами все каникулы. А потом Москва подарила мне много новых друзей. И самое главное, у меня появилась возможность не только глубоко погрузиться в проблемы современной энергетики, но и даже стать причастной к их решению. И вот наступил день, когда мама Иляйды почувствовала. Дочь ее стала взрослой, и пора ей выбрать спутника жизни. «Выбирай сама», — сказала она дочери. «Я доверяю тебе». Иляйда опустила глаза, и мама поняла. Это случится скоро. Зятем Альбины стал Астамур Гумба, внук известного в Абхазии композитора Раждена Гумба.
Семья молодого человека сыграла прекрасную свадьбу. Потом и Альбина пригласила зятя. Всем, которые сегодня здесь присутствуют, я их всех люблю, я их всех крепко обнимаю, чтобы у всех в семьях было счастье. И хотя Иляйда, воспитанная в строгих традициях, вела себя очень сдержанно, Альбина знала, ее дочь счастлива. Весть о неожиданной смерти Иляйды Куджба мгновенно докатилась от Москвы до Сухума, Стамбула и Лондона. В первое мгновение люди отказывались верить, перезванивали друг другу, у всех был шок. Но вот уже ленты в социальных сетях заполнились тысячами соболезнований. Как личную трагедию восприняли уход Иляйды даже те, кто был знаком с ней мельком, кто общался по делам по телефону или даже просто слышал о ней от друзей. Стали появляться официальные сообщения от имени главы диаспоры Беслана Агрба, от коллег, с которыми Иляйда работала, от студентов, которым преподавала, от безутешных друзей. Реальность, между тем, была безжалостна. Иляйды больше нет. Шиялыз пшала измаз яха даххит. Учажвер ачажвища исфью ахтыс игалаз харахамацра ара икун хвапсуа Москва урыстула агзум апсназыган апсу милат апсу хенткара зыгана аджикха ахта чарха яхиqwa ара апсу хенткара милат гана яру каша лакон Иляйда Куджба избанзар лара ежеа башкса инларчан ежеа башкса тагылан абри ежеа башксарыла илархайт арабсва турыха гана айвисша ауатша айшша ма инахшап шамзырге убас дрзнеон дорге илазнеон яшаки пату ейкурцу зепш обстазара гана. Рядом с Иляйдой каждый чувствовал себя сильным и уверенным. Сразу возникало желание расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Нашей дружбе больше 10 лет. В университете нас уже по отдельности не воспринимали. Мы были как ниточка, иголочка, как две вишенки из Чиполлино. Всегда мы были вместе. И если встречали друзей или даже преподавателей, если кто-то один из нас спрашивали, а где вторая? Мы говорили, что вторая где-то отошла, а сейчас она будет. Вот. Я просто была шокирована, насколько существует красивый край с большой историей, с большими великими людьми, несмотря на то, что это небольшая республика и небольшая нация, они смогли сохранить свой язык, они передают свой язык. Абхазский язык был наш секретный язык с Иляйдой. Вот у меня есть такой маленький подарок, она мне подарила его на Новый год. Это русско-абхазский разговорник. Да, вот это моя очень ценная вещь для меня. Если нам нужно было что-то переговорить друг с другом, у нас было парочку фраз, например, я не знаю, если до смешного, то убрать шпаргалку, например, там, чтобы преподаватель не заметил, или если кто-то идет, чтобы обратить внимание, или наоборот сделать вид, что как будто нас здесь нет. Поэтому Иляйда полностью погрузила меня в свою культуру, в традиции, в кухню. У вас замечательная, очень вкусная кухня, Иляйда и Асмат, и все девочки очень вкусно всегда готовили. Если какие-то говорить о знаменательных вещах в моей жизни, конечно, это рождение детей. И у Иляйды была невероятная связь с моими детьми, особенно с моей дочерью. Есть очень смешная история, которую рассказываю я в своей семье, и Иляйда в своей семье рассказывала, что моя дочь с тетей пошли, она оставалась у нее на ночевку, и они пошли погулять, и оказались как-то в детском мире, совершенно случайно. И тетя сказала, выбери себе какую-нибудь шоколадку.
или там какую-то игрушку. Ну, дочь разошлась и притащила самую огромную, самую дорогую. Вот. И тетя сказала: хорошо, я запомню, я тебе подарю ее на день рождения. Дочь сказала: хорошо, я попрошу тетю Илю. Первая мысль пришла моей 4-летней дочери, что я попрошу тетю Илю, потому что тетя Иля была просто безумна в подарках. Она не могла прийти без подарка. Если мы где-то встречались или пересекались на работе или в Москве где-то случайно, она, не знаю, она снимала с себя хоть что-нибудь, чтобы был какой-то маленький браслетик у Софички, чтобы она где-то прятала какие-то маленькие деньги в кармашке, купишь себе шоколадку, маме не показывай и все тому подобное. И вот у них очень такая вот большая связь была. И когда мы приезжаем на работу сейчас, дочь спрашивает: а тетя Иля здесь? Я говорю: нет, пока тети Или нету, она уехала. Наверное, знаете, у вас случилась трагедия. За день до Ильядиной свадьбы в ноябре у вас была стрельба в кафе, прямо на набережной, где погибли люди. Да, и мы, получается, с супругом разделились. То есть я, Иляйда и дети, мы пошли вдоль набережной, вперед, ближе к дому президента, как правильно сказать, да. То есть мы прошли дальше, а супруг остался в начале набережной. И мы дошли до фонтанов, и мы слышим какие-то хлопки. Я думаю, это какие-то строительные работы, но я смотрю, что Иляйда начала нервничать. То есть мы фотографировались у фонтанов, то есть дети бегают, и она начинает говорить: где София? То есть она пытается ее руками поймать, и ситуация, говорю: Иляйда, что случилось? И мы видим, что со стороны вот этого кафе, этого ресторана, где произошла, оказывается, стрельба, бегут люди. И я начинаю судорожно набирать супругу, он не поднимает трубку, то есть стрельба продолжается, люди кричат, и Иляйда пока стоит, она пытается собрать как-то детей, и я держу младшего сына на руках, он еще плохо ходил тогда, и я даю ребенка, я говорю, пошла, туда, ну, то есть я хочу побежать в ту сторону, потому что, ну, мне кажется, что там мой муж, там, и, ну, мне нужно найти мужа, я боюсь. Она такая: нет, мы сейчас дозвонимся. Я говорю: нет, он не берет, и даю ей ребенка. Она, не знаю, 2-3 секунды проходит, она просто вот так вот вместе с ребенком меня, ну, сильно сажает на землю, я пойду, подожди. И она бежит туда, то есть пока я встала, пока я нашла дочь, и она бежит туда. Вот представляете, насколько широкая душа, и была вот наша дружба сильна, то есть чтобы не пустить меня туда, где стреляют, бежит она спасать моего мужа, 90-килограммового дяденьку, вытаскивает из стрельбы. Ну, я понимаю, что это она сделала из-за меня, чтобы не пустить меня туда. И пока я очухалась, пока я собрала детей, я не понимаю, боюсь идти туда с детьми. Потом уже понимаю, что все утихомирилось, но она уже добежала почти до конца набережной. И, конечно же, все хорошо для нас, для всех, для других людей, которые пострадали. Это большая трагедия. Но вот показать, насколько она героична и насколько была наша большая дружба, чтобы опять же, я говорю, чтобы я не пострадала, чтобы не пострадали дети. Хотя у нее завтра свадьба, да, она может, не знаю, убежать, ведь, да, просто это человеческое. Наверное, я бы убежала даже, я даже не знаю, что бы я поступила бы. Но вот она прямо в пекло побежала. И вот такая у нас дружба. Невосполнимой потерей стала смерть Иляйды и для ее коллег. Только теперь, перелистывая судьбу Иляйды Куджба, страницу за страницей, осознаешь, как много вместила ее недолгая жизнь. Люди, события и, главное, соединяющее все это, всепрощающая, безусловная любовь. Ну, мы с Иляидой познакомились впервые, когда мы начинали длительный цикл международных конференций на базе Центра энергетических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова и на базе факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина. И Иляида, так получилось, была с самого начала бессменным соорганизатором этих конференций, отвечала за административную, логистическую работу, за подготовку научной программы. И одновременно она была участницей самого первого дня. Она была участницей этой конференции, выступала на этих конференциях. И вот тогда мы познакомились, прошло несколько конференций, у нас уже сейчас 8 таких молодежных конференций прошло и 9
конференции для уже сложившихся ученых. И всегда она неизменно была одной душой этой компании, которая готовила, и одновременно она была участником, научным участником, то есть выступала с докладами. И вот у меня в руках последний сборник результатов, докладов по результатам таких конференций. Это минимум, что мы могли, мы посвятили этот сборник «Мировой энергетический переход, тенденции и риски», который вышел весной этого года, светлой памяти Иляиды. Непосредственно ее специализацией была малая гидроэнергетика. Она находилась на очень продвинутой стадии подготовки кандидатской диссертации по этой теме. Я был ее руководителем. Она занималась мировым опытом малых гидроэнергетических станций и специально занималась опытом функционирования этих станций в странах бывшего СССР, постсоветских странах, в Армении, в Грузии. И фокусом, завершающей главой ее диссертации должна была стать глава по перспективам малых ГЭС Абхазии. Это ее непосредственная узкая фокусировка, но, опять повторюсь, для того, чтобы профессионально заниматься такой узкой достаточно темой, нужно понимать, как функционирует вообще гидроэнергетика, как функционирует энергетика, как функционирует мировая экономика. Поэтому она обладала широкой гаммой профессиональных компетенций в энергетике, в первую очередь. Конечно, она была увлечена не только как ученый, исследователь кабинетный, но я знаю, что она брала даже уже интервью у руководителей, по-моему, Черноморэнерго. Мы с ней разработали и уже подготовили программу ее командировок научных, изыскательских в Армению, в которой достаточно давно, тоже уже в постсоветское время запущена большая была программа. Так как получилось так, что архивные данные о малой гидроэнергетике Абхазии оказались сосредоточены в двух странах, то есть в Москве и в Грузии, архивы. Мы подготовили ее программу и работы в архивах московских, договорились с грузинскими коллегами, что она тоже поедет туда, будет работать в архивах. Опять она, и я ее сознательно ориентировал на то, чтобы реанимировать интерес к этой весьма актуальной с практической точки зрения и с научной точки зрения теме, и максимально попытаться, венцом работы сделать некие практические рекомендации для развития этого сектора в Абхазии. Я смеялся, честно говоря, но я и смеялся с одной стороны, с другой говорил, мы готовим будущего министра энергетики Абхазии. Главное, что можно сказать про Иляиду, она была просто очень хорошим человеком, по-настоящему очень хорошим. Причем она была активным хорошим человеком, она не делила людей ни по полу, ни по возрасту, ни по цвету кожи, ни по национальности. Она вообще любила людей, я хочу сказать. Она любила людей, всех людей. И она любила не пассивно этих людей, она готова была сопереживать и сопереживала. Она готова была разделить эмоции, и положительные, и отрицательные. Она готова была слушать, и умела слушать, и слышать она умела. В общем, конечно, мы все были ошарашены произошедшим. И в течение недолгого времени, в течение конца 19-20 года Иляида перешла из РГУ Губкина на работу к нам. Она была моим помощником, референтом. И она как-то, мы ее уже давно знали на самом деле, она сходу встроилась в нашу работу, сходу встроилась в
стала как бы членом, любимым членом нашего коллектива. Наш коллектив преимущественно мужской. Вот, ну, в общем, опять я хочу еще раз повторить, что Иляида была хорошим ученым, она была на взлете своей научной карьеры. Но все-таки главное, как мы ее запомним, мы запомним ее как прекрасного, открытого человека, любящего людей. Ну, я хочу сказать, что Иляида поступила к нам в университет нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. И я думаю, что, наверное, выбор ее был неспроста такой, потому что на всем протяжении обучения и в бакалавриате, и в магистратуре, а затем уже и в аспирантуре, Иляида больше занималась вопросами малой энергетики Абхазии. И, в общем-то, ее дипломные работы, далее магистерская работа, ну и в частности участие в различных международных конференциях и так далее, это всегда было связано с интересом, вот насколько малая энергетика, вообще мировая практика ее изучения, насколько опыт мировой практики возможно применить в условиях Абхазии. И это было очень интересно, потому что тот материал, с которым выступала Иляида, он был всегда интересен тем, что, наверное, находясь дома, она привозила интересные материалы и конкретные материалы по своей стране. Это было интересно слушателям, это было интересно всем тем, кто непосредственно участвовал и в различных научных семинарах, и в международных конференциях. Именно вот позиция страны и насколько это реально и возможно, в общем-то, использовать и в самой Абхазии. Поэтому, ну, на мой взгляд, что это уникально, потому что материал, как мы понимаем, он очень ограничен, доступ к этому материалу тоже, я думаю, что так особо сложно найти. Но я так думаю, что Иляида использовала любую возможность, находясь дома, получить больше информации, выезжать на места, где-то получать эту информацию и делиться с этой информацией со всеми нами, поэтому я думаю, что и в научном мире это было очень интересно. Вы знаете, даже это, вот, наверное, словами как-то объяснить сложно, но вот у Иляиды вот этот вот такой внутренний стержень, внутренняя ее составляющая, да, дочки своего народа, своей родины, своей земли. Я думаю, это было неотъемлемо от нее, потому что это проявлялось и в обычной беседе, в обычной повседневной жизни, в обычных поступках, которые, в общем-то, она совершала, да даже просто в общении с разными категориями людей, и со взрослыми, и с детьми. И я думаю, что вот та культура, те традиции, те корни, они, конечно же, ну я так думаю, что все это еще идет и от семьи. Это все в ней было, и какой-то элемент, ну, во-первых, почитание старших, да, уважение к старшим, в том числе и почитание младших и забота о них. Вот эта вот внутренняя гордость, вот степенность, сдержанность. Вот мне кажется, что это идет глубоко корнями от истоков, от корней, от ее сути. Поэтому однозначно да. Но, насколько я знаю, она интересовалась и поэзией, получается, и, в общем-то, активно привлекала не только нас, но и своих, значит, однокурсниц, а потом в последующем своих коллег. И ребята ходили на дни культуры, и какие-то там были общественные мероприятия. Всем было абсолютно интересно, что там и как, и какие-то деловые игры. И все это было связано, в общем-то, с ее землей, с ее родиной. И то есть я хочу сказать, что это не только ее суть, ее составляющая, но и то, что она это могла красиво и достоверно, наверное, и из первых уст донести до окружающих ее людей. И это очень, ну, на мой взгляд, важно. И это чувствовалось. Она никогда не говорила открыто, вот я оттуда, я вот являюсь дочерью своего народа, но это было и так видно. То есть вот, ну, по всему тому, что она, как она себя вела, как она себя держала, как она рассказывала о своей земле. И это было понятно, что да, это дочь своего народа. Очень
очень важная часть в этом предмете, да, свод-анализ это один из ключевых. Потом мы будем рассматривать оборотные фонды и так далее, но до этого этапа свод-анализа тоже ключевая часть нашего курса. Мы с ней как-то встретились, это был очень интересный эпизод. Конечно, в Москве, чтобы просто случайно где-то встретиться на улице, это надо постараться сильно. Недалеко от моего дома. Я встречаю Иляйду. Я говорю: ой, Иляйда, говорю, а ты, говорю, какими судьбами тут в нашем районе? Она говорит: а я, говорит, с работы иду. То есть вот эта маленькая хрупкая девочка уже преподавала в университете, и мы с ней стояли, говорили, наверное, час. И мы не хотели расставаться. Она была очень спокойная, гармоничная. И рядом с ней, скорее всего, так и есть. Она наверняка меняла людей вокруг себя. А потом она ведь общалась и очень дружила со своими братьями. У нее были двоюродные братья рядом с ней. Они были всегда вместе, они неразлучные. Это она меня приглашала на свадьбу. Как вы поживаете, как у вас дела? Мы что-то, как пандемия началась, и диаспора, и все, мы все так немножко потерялись друг друга, но я надеюсь, я оптимист, надеюсь на лучшее, и уверена, что вот скоро мы начнем без повода просто собираться, видеться. Эти встречи и встреча с такими людьми, как ты, Сая, и вся ваша семья очень заряжает, стимулирует и дарит столько тепла и любви, что начинаешь верить только в лучшее и видеть только хорошее. Я хотела вас пригласить на свадьбу, можно назвать это свадьбой, мама приглашает зятя. Мероприятие получается масштабное, не совсем в кругу семьи, и я не могла вас обойти. Я прекрасно знаю ситуацию, я знаю, что вот у вас невосполнимая утрата в семье была, и все, понимаю, но очень буду рада, если вдруг у вас получится, если вы сможете, потому что вы очень дорогие люди моему сердцу, моей семье, мне самой. И хотела бы вас видеть рядом, если сможете. Кто бы мог подумать, что так все произойдет. Иляйда с особой радостью посвящала свободное время делам диаспоры. Она воспринимала это не как волонтерство, не как общественное поручение, а как миссию дочери своего народа в мире многоликих культур, как возможность достойно представить свою Абхазию. Когда она пришла к нам в 2014 году, я дала ей какие-то определенные задачи и, в принципе, на какой-то момент забыла о них. То, как это было исполнено, то, с какой ответственностью она подошла, и даже профессионализмом подошла к реализации, выполнению этих задач, хотя мероприятие было таким общественным, как каким-то культурного такого характера. Мы проводили вечер, посвященный, если не ошибаюсь, Константину Симонову. Она была ведущей этого вечера. И потрясающе было то, как красиво, эстетично и содержательно она подошла к подготовке этого вечера. Вот таким было первое мое знакомство, и практически все остальные мероприятия московской абхазской диаспоры уже не проходили без Иляйды. То есть Иляйда стала таким, знаете, очень важным, ключевым, постоянным членом нашей команды, нашей инициативной группы московской диаспоры. Вот дальнейшее общение с Иляйдой и в рамках нашего взаимодействия с ней по работе в московской абхазской диаспоре было, конечно, сплошным удовольствием. Я вообще очень ценю такую искренность, такую отзывчивость, особенно когда дело касается общественной деятельности, деятельности, которая никем не оплачивается. Это такое волонтерское движение. И практически ее никогда не надо было упрашивать, чтобы она активно начала участвовать в каком-то нашем мероприятии.
Ухату безшвалу чалу, щау дай присняю дати козаки, убрі безшвалу і форцюнту козаки, ти чи безшвакали в зефезом. А і пар колота ходича ямакам. Конечно, я очень скучаю по этому времени. Я понимаю, насколько вот ценна жизнь человека. И по сей день ощущаю ее присутствие, верю, что она рядом. Вот, несмотря на то, что это все очень тяжело, мне хочется верить, я верю в то, что мы обязательно все встретимся когда-нибудь. Вот, таких друзей у меня нет. Вот, это большая редкость. И вот действительно такие люди рождаются очень редко. Я таких людей вот не знаю больше. Вот у меня таких друзей больше нет. И можно сказать, что моя жизнь в Москве даже немножко опустела. Вот, что ее очень не хватает. И даже не хочется лишний раз куда-то пойти, там, на наши какие-то мероприятия. Ну, сейчас их тоже особо нет, но тем не менее, с кем-то встретиться или что-то организовать. За месяц до этой трагедии она нам даже прислала аудио в нашу группу, мне и моей сестре. Она хотела организовать вечер. Вот. Она связалась с Денисом Чичхали, с моим дядей, и она хотела, потому что он просил ее, и она хотела организовать вечер. Вот. И как раз она написала об этом: девочки, давайте встретимся, обсудим. Вот. У нас были такие планы не только в рамках диаспоры, да, мы думали о том, что поехать с ней вместе куда-нибудь за границу, вот, в Турцию, например, познакомиться с нашей диаспорой. Я думаю, что очень сложно будет и сейчас, и в будущем восполнить тот вакуум, который возник для меня, для семьи в связи с ее уходом. Но мы будем обязательно беречь ту память, светлую память и добрые, и теплые воспоминания, которые она оставила для нас всех. Все мои воспоминания об Иляйде, они действительно наполнены любовью, наполнены таким оптимизмом и радостью. И сейчас, пересматривая фотографии, которые сохранились у меня, я обратил внимание на то, что у меня очень мало фотографий, где бы Иляйда была одна в центре кадра, или же весь спектр внимания фотографии был сфокусирован на ней. Она всегда кого-то нежно обнимает, рядом с кем-то стоит. То есть у нее не было такого качества, что она хотела себя демонстративно показывать. Тогда, наверное, я не столько сильно обращал этому внимание, но сейчас, когда я больше обо всем об этом думаю, это еще лучше, конечно, и больше раскрывает мне то, каким человеком она была. Удивительно, что сама того не подозревая, Иляйда, как и отец ее, очень любила бывать в доме сестры бабушки Этери, Лианы Ашуба. Та была замужем за Тарба и жила в Лыхны. В этом дворе, всегда заполненном детьми, Иляйда провела немало дней своего детства. Она обожала здесь все, и родных, и каждый уголок сада. А повзрослев, узнала, что также любил этот дом и ее обитателей, и ее папа, Салмас. Еще до массового изгнания Западного Кавказа в Турцию, вообще род Кушба был очень знаменит по всей Абхазии. Там были герои, они слагались в песни. В том числе была очень отважная женщина, Кушба Алмаз, они целые легенды складывались. Ее Владислава Размова прабабушка, родная сестра, младшая сестра вот этой Алмаз. Она полтора десятка лет во главе отряда, приков она командовала с мужем. Муж с ней был при ней, но тоже был отважный. И в корне пресекала несправедливость. Вот такая вот фамилия, род такой. И вообще они считались и считаются в Турции, да и здесь, что это, так скажем, если перейдем на индийские традиции, каста воинов была. У меня была обширная связь заочная с абхазами, которые жили в Турции. Меня интересовало все: этнология, этнография, демография, народный фольклор, предания, сказания. Вот так я познакомился с
Джизми Куржба. Он боевой такой был, как говорится, за все переживал, искренне очень был человек. И я ему задал вопрос, вот это вот предание о Куржба Копыте, он в Абхазии очень распространено, что-нибудь вы знаете, там, ну, герой такой был, народный дом песни, сложенный в Абхазии. И через месяца полтора приходит письмо с фотографией. Ну, предание о Куржба Копыте, говорит, а это я записал, он стоит, поскольку младший, Салмаз сидит, со слов Салмаза Куржба, говорит, это вот мой брат и так далее. Ну, проходит время, несколько лет, Джизме вернулся на родину, уже работал форум Айтглера. Потом приехал Салмаз. Салмаз, она обратила на него внимание, очень степенный был, сдержанный. И вот даже его походка выдавала в нем его природную мужественность. А ребята его полюбили, он очень контактировал. И, кстати, он очень знал хорошо свои корни. Речь у него была такая очень спокойная, слова он лишнего не говорил, всегда подбирал аккуратно, говорил очень. Ну, естественно, на абхазском чужеземных слов не оставлял. Честно скажу, я от него учился многому. Время то перед войной, хоть и тревожное очень было, начиная с 88 года, с 87-го, ассоциировалось как-то вот с большой теплотой, потому что люди приезжали со всех сторон, мы их встречали не только из Турции, не только из Сирии, не только с Северного Кавказа. Ко всем относились очень с большой теплотой. Вот эти свадьбы, помню, как делали, как радовались все. Человеческая теплота. Еще такое есть хорошее абхазское выражение – гублыра, то есть огонь сердца, теплота сердца. Вот чувствовалось. Девочка, когда росла уже, у них девочка маленькая такая, как бабочка буквально. И так было приятно наблюдать там через год, через полгода, через год, как она формируется. Но на что я обратил внимание, очень пытливые глаза были у ребенка. И уже когда она была студенткой, мы с ней часа 3 сидели, разговаривали насчет наших традиций, обычаев, современности, глобализации, ну и так далее. Я не устал, она не устала. Вот в этом ребенке сочеталось все. Современная цивилизованность, абхазский аристократизм в самом хорошем смысле этого слова и пытливость. Очень пытливый взгляд был, и все она воспринимала. Бгубшко, Парабхау, Бацкё, Бубрибы, музыки, Пасхацпхедзей Мырдзен, Дары, Бзе, Бахбот, Губ Сыкала, Быцки, Рабую, Рабыпсу, Рабына, Мазаги, Быму, Дара Патуакстут, Пасхацпхедзу, Бризаги, Барбштут, Бархаут, Хабейгурхё. Действительно, не знаю, наша сестричка Иляйда, я считаю, что сияла по-особому. Это не только по моим воспоминаниям, по воспоминаниям всех тех людей, кто каким-то образом пересеклись с ней. И единственное, вот, скорее всего, что я вот в этой истории жалею, что мы не смогли, точнее я, не смогли, скорее всего, оказать, точнее, не смогли в той степени провести с ней вот время побольше бы. Вот. Некоторые люди просто так не исчезают из жизни. Они до такой степени живут этой жизнью, насыщенно и чувствуют эту жизнь, что если даже посмотреть назад на нее вообще с первых дней ее, наверное, существования в этом мире, по словам тети Альбины, до последней секунды, это буквально живопись. Она выражала, она нам давала ту любовь, которую наши предки из-за разлуки не смогли друг друга обеспечить. Как будто бы веками вы не виделись, и она с первого дня, вот тетя Альбина, да, как будто бы всю жизнь знает. И в этом и как раз таки мистика, наверное. Тетя Альбина нам рассказывала, мы тогда еще детьми были, не помнили, как познакомились вообще с Иляйдой первый раз. Мы из Турции сюда приехали, в Пицунде были,
на гостинице, и просто буквально случайно проходит мимо Иляйда и мама, они просто пересекаются взглядами, и в этот момент они сразу же тянутся друг к другу.